же был, у него же возраст, связь есть, отношения есть. И понимаете, да? И для него вот так она это начала работать. Дай гони, мальчик. Вы должны очень хорошо понять, когда говорю управлять деньгами, запомните, это я совсем другое имею в виду. Не то, что обычные люди думают. Сейчас поймем. Вот этот парень, Ганес Казларды, он пришел к нам на тренинг, как и вы. И он потом подошел ко мне и сказал, ну, я, говорит, вот рис выращиваю и продаю. Выращиваю, продаю. А мне надо ваши тренинги? Послушайте, да? Я выращиваю рис и продаю, а мне что-то помогает? Я сказал, тебе, по сравнению других, тебе 2 раза больше нужен. Иди учись. Он взрослый человек, ему 50 чем-то лет. Я сказал, идите учитесь, и потом поймете. Он до 14-15 лет этим занимался. И вот после того, когда он начал практиковать, 2-3 года, он был в шоке. Он вырос за это 2-3 года в районе 20 раз. Он начал стать по-настоящему бизнесменом. Иногда пишет мне, говорит, наставник, вы знаете, я сижу и думаю, почему я раньше не начал учиться? Давай посмотрим, давайте. Вот Гани, вот Абаев, моя фамилия. Я из города Кызылорды. Я занимаюсь переработкой и продажей риса. 3-й год я посещаю тренинги Саидмурата Давлатова. Вот 3-й год, как я знаю, Саидмурата Аджатовича как своего наставника. Чего я добился за эти 3 года? Первый год посещения, когда я сюда только приехал, мои обороты на таком уровне были. Сейчас у меня обороты выросли 20 раз. Оборотные основные средства я увеличил 20 раз. И те люди, которые со мной здесь обучались, которые со мной вместе ездили и проходили эти тренинги, семинары, я почти 100% уверен, что сейчас они все находятся уже в таком уровне, который самые меньшие, которые из них 5 раз выросли. Я об этом точно знаю. Есть ребята, которые уже пошли на уровень международного бизнеса, они работают уже в зарубежных странах, в близких городах, открыли свой бизнес. Я знаю людей, которые вместе со мной ходили, обучались, и сейчас у них уровень роста достигает почти 50-60 раз. Я в этом уверен, я это вижу и знаю. Те ребята, которые обучаются у Саидмурата Давлатова, у них сразу меняется вообще все мышление, логическое мышление. Они здесь получают такие знания, которые переворачивают вообще их внутреннее вот это состояние, и они превращаются вообще в других людей. Вы через 3 года, через 5 лет, даже через 1,5 года вы уже себя не узнаете. Изменится отношение в вашей семье, отношения среди ваших близких, отношения среди ваших друзей. Все будет меняться в лучшую сторону. Так что, друзья, я вам всем советую посещать эти курсы, брать знания про бизнес. Спасибо. У кого есть надежда на, как говорится, наш наставник. Спасибо. Спасибо. Вы слышали, что он сказал? А кто услышал, что он сказал? Кто реально услышал? Не слышал, а услышал. Разница большая же, да? Что он сказал? Сколько раз он вырос? А они же все друг друга же знают, друг друга же видят. Он же говорит, я же вижу некоторые наши 50 раз выросли. Он прав. На самом деле, его сокурсники, которые с ним были, так и были. Так и есть несколько ребят. Вернемся сюда. Поэтому вот капитал, который вы создадите, часть из них вложите в свои мозги. Тогда это поможет вам 90% управлять вашим остальным капиталом. Когда вы начинаете управлять остальные деньги, делайте так. Управляя деньгами, вы полностью измените ситуацию. Тогда автоматически ваши доходы будут расти 10-кратно.
Получается, что именно зарабатывание денег оставьте на третий этап. Не думайте о зарабатывании денег. Создайте капитал, придумайте, разработайте систему, которая управляет капиталом. И автоматически доход 10-кратно растет. Кто понял? И не надо пойти работать, искать работу или даже думать об этом. Вообще не надо думать. Это очень важный момент. Система, которую я разработал, что дает? Что дает эта система, которую я разработал? Вот она что дает. Первое. Дает стартовый капитал. У кого из вас бывало случай, что вы хотели делать бизнес, но не хватало у вас стартовый капитал? Бывало такое? Или у кого из вас сейчас есть идея, но и не хватает стартовый капитал? Вот. Тогда эта система вам круто поможет. Его надо практиковать. Дальше. Второе. Проводит точную диагностику и выявить, где финансовые проблемы. У кого из вас бывает такое, что... О, подойди, дорогой мой, да, объявляй, пожалуйста, иди сюда. Объявляешь? Кто-то объявляет. Он подошел, мне сказал про машину что-то, а потом там стоит, ничего не говорит. Он на русском не понимает, по-моему. Иди сюда, дорогой. Объясни, что ты хотел сказать про машину. Говори, пожалуйста. Чьей машина? Да, сейчас. Урматли входила машина. Формирует стартовый капитал. Второе что? То есть проводит финансовую диагностику. Но иногда у вас будет такой случай, что вы, скажем, вы хотите что-то, то есть иногда появляется такой вопрос в голове, что вроде бы работаю, вроде бы не бездельничаю, а почему не хватает? А почему не изменяется ситуация? Год за годом, как и был, так и стоит. Бывает такое? А хотите знать причину, почему такое? Иногда. Бывает такое, что иногда охота знать причину. Когда вы по этой системе начинаете работать, система проводит финансовую диагностику и находит именно где находится проблема. Это похоже, что вы пошли к врачу, врач делает УЗИ или там анализы берет и сразу находит проблему и говорит, почему такое. Тогда это будет более точно, более конкретно. Следующее. Обычно, куда ты пошел? Давай, следующее. Вот. Помните, я говорил вам, что бедные люди, что начинают делать? Почему они больше всего находятся в состоянии потери? Потому что они, мечта управляет ими. Мечта управляет людьми. Надо сделать так, чтобы вся ваше имущество работало на вас. Помните третий показатель финансовой грамотности? Какой был третий показатель финансовой грамотности? Имущество, которое у вас есть. Насколько она, то есть то, что вы для себя используете, происходит что? Капитализация. Продолжает ли она год за годом? Поэтому мечта должна работать на вас. Не вы должны работать на мечту, а мечта на вас должна работать. Дальше следующее. Дай все, я сам объясню. Билет. Дай все сразу, сам объясню, когда мне надо. Стоп. Формирует семейный бюджет. У меня к вам такой вопрос. Вот. У кого из вас иногда расходы больше, чем дохода? Поднимите еще руку, пожалуйста. Я хочу запомнить. Расходы больше, чем дохода? Да вы что? А как живете? Откуда берете деньги? Передоплата. Знаете, когда у вас четко нету системы управления финансовым бюджетированием, обязательно расходы будут больше, чем доходом. Рано или поздно с этим вы сталкиваетесь, независимо от того, вы хорошо зарабатываете или мало зарабатываете. Формирует сумма финансовой защищенности семьи. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы замечаете, что есть такая категория расходов, которые не зависят от того, дохода есть или нет? Да? Например, продукты питания, комуслуги и так далее. Детей, так сказать, надо платить. И не имеет значения, ты зарабатываешь или нет. Не имеет значения, дохода есть или нет. Это категория расходов, которые они постоянные.
Они будут всегда, пока мы живем с вами. И самое интересное, даже если мы как родители умрем, все равно семья это расходы продолжает нести. Они все равно есть. Вот. Финансовая защищенность, это позволяет вам иметь некий план, как действительно в таких ситуациях справиться. Дальше, создать баланс между доходом и расходом, чтобы расходы не выросли. Как мы говорили с вами, параллельно доход. Устранять срочные проблемы, которые заставляют расходовать сбережения. Кто из вас заметил, что иногда мы что делаем? Мы иногда копим, махом тратим. Копим, махом тратим. А почему мы тратим эти сбережения? Почему мы расходуем свои сбережения? Потому что какая-то ситуация становится срочная. Так? Какая-то ситуация появляется срочно, которая начинает управлять нами. Смотрите, вот так выглядит. Пока мы управляли, ситуация была вам под контролем. А потом, когда ситуация становится срочно, ситуация начинает управлять вами. И что человек думает? Ну надо как-то решать это. Он возьмет свои сбережения, потратит с надеждой, что якобы он решил эту ситуацию. Он потратит на самом деле свои сбережения. Это отодвигает чуть-чуть время. Что делает? Отодвигает чуть-чуть время. Все. Но проблему не решает. Она всего лишь отодвигает проблему. А потом снова человек копит, через некоторое время снова срочно опять все потратит. То есть эта ситуация повторяется, продолжается. Когда вы начнете усваивать систему, которую мы разработали, обучаем, вот это исчезнет навсегда. Вы будете управлять ситуациями благодаря заранее планированию. То есть у вас растет стратегическое мышление. Вы начнете заранее планировать те ситуации, которые могут произойти. Кто понял? Вот. Следующая вещь. Дальше следующий большой. Вот. У вас появляется, смотрите, система начнет управлять деньги, но не вы. Что управляет деньги? Система. Внимание обратите. Когда вы управляете деньгами, у вас не получится. Почему не получится? Это похоже, что человеку, сколько бы вы ни говорите, каждый раз говорит это, можно сказать, он один раз делает, два раза не делает, один раз делает, потом не делает. Вот есть дорожные правила, машина едет. Заметили, да? Машина едет, дорожные правила. А вот скажите мне, пожалуйста, мы водим машину, а кто нас ведет? Правила ведет. Вы это заметили? Например, при кроссе не вы принимаете решение. Прикросская система принимает решение, ездить или стоять. Понимаете, по дороге, когда вы едете, не вы принимаете решение, где останавливаться, где поворачивать. Здесь поворот нельзя, вот туда, против движения нельзя. Так? То есть я веду машину, меня ведет что? Правильно. А теперь смотрите, если у вас появится система, которая управляет деньгами, что могут появиться у вас? Стабильность. Внимание, внимание. Посмотрите, вы дышите воздухом системно. Вы можете себе сказать, давай, размер, следующий год воздуха все наберу. Фермер может сказать дерево, вот цвети, вот, представьте, да, садовник подходит и говорит, цвети, давайте я поливаю вам весь размер цели года. Потом вы меня не беспокойте, приду еще раз. Жизнь там, где система. Аллах так создал. Мы рождаемся, умираем. Эта система продолжает цикл. Понимаете? Снова рождается, умирает. Система. Вы голодаете, кушаете, спите, бодрствуете. Везде систематично построено все. Где есть система, там есть продолжительность. Где нету системы одноразово, там никогда не будет долговременного успеха. Это невозможно. Ты пошел в Турцию, таскал товар, тут продавал. Это не система. Ты помидоры тут взял, там продавал. Это не система, это торговля. Это не система. А система это когда она все построена так, что работает как часы без тебя. Все. Машина – это система. Я покупал машину, и моя жена могут ездить на него, и мой брат могут ездить, и мой друг могут ездить.
Главное, чтобы он понимал, как водить машину. Когда жену говорю, иди езжай на этой машине, ей не надо сидеть, знать карбюратор, как работает, или бензинасос, или фары. Она должна уметь всего лишь водить его. Пожалуйста, внимательно слушайте, что я рассказываю.